Доброе утро, уважаемые зрители. Это телеканал Якутия-24. Новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Минздрав России сообщает, вакцинация от коронавируса станет бесплатной после запуска больших объемов производства по стране. Одни цеха соединили, другие ликвидировали. В Мирнинском горнообогатительном комбинате произошли изменения. Успех якутских шашистов. Наши спортсмены в составе сборной России завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали. Вакцинация от коронавируса станет бесплатной после запуска больших объемов производства в России. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Напомню, что Минздрав России в августе этого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦом имени Гамалеи. Она получила название «Спутник В». Также в октябре зарегистрировали еще одну отечественную вакцину «Эпиваккорона», разработанную в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Сейчас на клинических исследованиях находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова-РАН. Это так называемая цельновариантная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. В порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации будут внесены важные изменения в будущем году. Они необходимы для ранней диагностики сахарного диабета. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Минздрав подготовил проект приказа, согласно которому на втором этапе диспансеризации будет проводиться исследование уровня гликированного гемоглобина у пациентов с подозрением на диабет, пояснила вице-премьер. Это исследование является золотым стандартом для точной диагностики сахарного диабета. При этом уже сейчас в программу госгарантии оказания медпомощи заложены дополнительные средства на проведение второго этапа диспансеризации, во время которого пациентов обследуют более углубленно. Тем временем на дистанционной форме обучения находится более 130 школ в республике. В очном формате продолжают работу 223 школы, в очно-заочной форме 280 школ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона. 24 учреждения среднего профессионального образования продолжают работать в дистанционной форме, 18 в смешанной. В очном формате преподают в Арктическом колледже народов Севера, что в поселке Черский Нижнеколымского улуса. Накануне возобновили работу детские сады в селах Балыктах и Телеге Мегино-Кангаласского района. По информации Минобрнауки, Якутии в населенных пунктах, в которых зарегистрировали случаи коронавируса, открыли дежурные группы в 62 детских садах для сотрудников социально значимых организаций, среди которых учителя, врачи и полицейские. В Якутске продолжают опыты по установке рециркуляторов воздуха в салонах маршрутных автобусов. Специалисты IT-парка установили такое оборудование. В одном из автобусов и произвели забор воздуха с помощью специального устройства. Такую же процедуру они совершили в автобусе, где рециркулятор не был установлен, чтобы потом сравнить эти данные. Все подробности в сюжете с Аргаланой Неустроевой. Инициатором проекта стали выпускники акселератора B8 компания GRI. По их словам, действуют они исключительно из желания помочь родному городу в это непростое время. Так, стоимость одного устройства на рынке составляет около 17 тысяч. GRI же, в свою очередь, предлагает их по себестоимости. Это в 2 раза дешевле. Наш продукт – это никакое не особое ноу-хау на самом деле. Это обычный рециркулятор, ультрафиолетовый рециркулятор воздуха. В принципе, такие рециркуляторы используются давным-давно. Просто они были особо не нужны, они стояли только в больницах. Но когда появилась пандемия, все поняли, что это нужно развивать. Поэтому у нас появилась возможность ставить в автобусы, в машины, везде, где есть ток 12 вольт. Слова Петра о том, что их рециркуляторы никакое не ноу-хау, ни что иное, как лукавство. Ведь новые устройства гораздо удобнее и безопаснее предыдущих. Они не ломаются, в них нет ртути, и они не выпускают опасный для сетчатки глаз и кожи ультрафиолет. Осталось лишь доказать эффективность их работы в местах общего пользования. Мы сейчас забирали воздух. Это специальное устройство для забора воздуха именно вот в таких вот проветриваемых больших помещениях. Он засасывает по 50 литров воздуха
и эти чашки будут потом расти, и будем смотреть, там, насколько много органики. Это не говорит о вирусе на самом деле, да? Это говорит, сколько органических тел, то есть это бактерий и так далее. Вирус сам обнаружить там, например, ковид невозможно в воздухе прямо сейчас, таких технологий не существует. Но, скажем так, когда мы понимаем, сколько аэрозоли органической, много или мало, это уже показывает косвенно, много или мало будет этого вируса. Сейчас компания GRI берет пример с крупных технологических компаний страны. В частности, с Яндекса, который же установил рециркуляторы во всех своих такси. В Якутске же всего порядка 600 автобусов. В пробном режиме рециркулятор установлен только в одном. 14 октября в тестовом режиме установили с технопарком бактерицидный рециркулятор воздуха. Вот сегодня в забор взяли, ждем результатов. Положительный результат будет, то во всех автобусах установим вот эти рециркуляторы воздуха. Польза данного устройства очевидна, даже если не брать во внимание нынешнюю эпидобстановку. Ведь, скорее всего, и после пандемии весь мир ждет совершенно иная культура нахождения в местах общего пользования. Сарглана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В Мирнинском горно-обогатительном комбинате произошли изменения. Они затронули структуру этого предприятия. Одни цеха соединили, другие, наоборот, ликвидировали. Это коснулось и дражного флота «Алроса». Его коллектив теперь будет работать по-новому, продолжая выполнять привычные функции. Сколько они добыли алмазов и куда отправит коллектив драг зимой, расскажет Роман Муконин. Промывочный сезон этого года для драг начался с апреля. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, коллектив работал по графику и при этом смог перевыполнить план добычи. За сезон 201-я драга обработала 405 тысяч кубов дражных отвалов в россыпи горная. План по алмазам выполнен на 131%. 202-я, невзирая на то, что чуть-чуть позже запустилась, немножко обработки не добрала, обработала 383 тысячи кубов исходных песков. При этом план по алмазодобыче выполнен на 162,8%. Добыто порядка больше 220 тысяч карат алмазов на общую сумму $33,3 миллиона. В общей структуре добычи Мирнинского ГОКа пески и реляха составляют всего 9%. Но зато каких! Россыпь, по которой ходят драги, содержит в себе алмазы, вымытые за миллионы лет из тела трубки «Мир». А это значит, что большая часть из них ювелирного качества. И по цене они такие же, как алмазы, добытые на Интере. Осенью структура ГОКа изменилась. Его разделили на два комплекса – горно-транспортный и обогатительный. В последнем как раз и объединили все мощности по промывке алмазов – фабрики, драги и комплексы сортировки. С октября прииск и релях ликвидирован как подразделение комбината и преобразован в горный участок. Сократили в основном административную контору. Сам коллектив теперь станет универсальным и будет работать на два участка сразу – летом на драгах, зимой на фабрике. Фабрика будет работать с конца октября по, скажем так, конец марта, то есть в зимний период. Затем зачистка, подготовка консервации и переход всего персонала на работу на дражный код. То есть в летний период будут работать драги и установки КСА. Таким образом мы одним и тем же персоналом будем стараться выполнять все поставленные нам задачи. Для двух драг сезон уже завершен. Третья продолжит свою работу еще месяц. Это связано с тем, что ходит она по территории отвалов, богатых алмазами. Их оставили предшественники еще в 70-х годах, когда технологии обогащения были несовершенны и многое уходило обратно в пески. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Ежегодная корализация оленей началась в предприятиях республики, в рамках которой подсчитывают и маркируют молодняк. Также проводят ветеринарные обработки. Как отмечают специалисты, повсеместно завершена кампания гона оленей. Упитанность животных хорошая. Работники оленеводства ждут ледостава и формирования устойчивого снежного покрова для выезда членов рабочих комиссий
и ветеринаров в оленеводческие хозяйства. Отмечается, что на 22 октября численность оленей во всех категориях хозяйств составила 171 707 голов. Всего с начала текущего года работает 106 оленеводческих хозяйств, на которых трудится 1295 человек. Институт уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в республике продолжает активную работу и в период пандемии. Многие запланированные встречи и конференции теперь проводят в режиме онлайн. Вместе с этим защита прав коренного населения региона остается в числе приоритетных задач уполномоченного. В период пандемии прием граждан проводят также либо дистанционно, либо по телефону. Как показывает практика, такие встречи не повлияли на качество работы, а также не сократили количество обращающихся. Как на федеральном, так и на региональном уровнях в этом принят ряд нормативно-правовых актов, призванных прежде всего защитить права и возможности коренного населения. Год начался с того, что внесены изменения в федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Севера в части установления порядка учета лиц, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера. Кроме того, в июле был принят федеральный закон о поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне России. И вот во исполнении этого закона принято ряд нормативных актов. Что нас касается? Допустим, касается нас то, что разрабатывается сейчас государственная программа поддержки хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока России. И самое главное, еще есть постановление правительства о порядке возмещения ущерба, который нанесен коренным малочисленным народам Севера в результате хозяйственной деятельности. Якутские шашисты с триумфом вернулись из Турции. Наши спортсмены в составе сборной страны завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали. Таким образом, чемпионом мира по классическим шашкам стал уроженец села Булугура Амгинского района, международный гроссмейстер Андрей Федотов. В финальном матче он победил 10-кратного чемпиона мира Александра Георгиева. Это вторая победа Федотова на мировой арене. Среди женщин по быстрым шашкам чемпионкой стала международный гроссмейстер Матрена Наговицына. Второе место заняла также якутянка Наталья Шестакова. В программе «Блиц» среди мужчин призовые места достались гроссмейстерам Николаю Стручкову и Николаю Гуляеву. Они заняли 2-е и 3-е место соответственно. Кроме того, Николай Гуляев стал бронзовым медалистом в программе быстрых шашек. В этом году вот самые 2 основных турнира, главный чемпионат России сначала проводился, а потом вот чемпионат мира в Турции. И в целом наша сборная выступила очень удачно. В чемпионате мира в Турции среди взрослых мужчин играло 28 шашистов. Состав подобрался очень сильный. Все действующие сильные шашисты играли в этом чемпионате. И больше 10 чемпионов мира разных лет соревновались в этом чемпионате. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале Якутия-24. Будьте всегда в курсе. Увидимся в ближайших выпусках. Берегите здоровье, носите маски.